Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Добрый день, Салават. Добрый день. На протяжении 9 программ мы с вами разбирали большой очень вопрос восстановления, появления Башкирской республики, то есть о событиях столетней давности говорили. И вот пришло время завершить эту тему образованием современного Башкортостана практически на нынешних границах Большой Башкирии. Да, процесс рассматривали в предыдущих программах, был очень длительным и сложным. Пройдемся по некоторым точкам. В конце 917 года была провозглашена Башкирская республика на учредительном съезде башкирского народа. С этой датой мы и считаем, историки, что республика была по факту образована. В 18 году началась гражданская война, было создано башкирское войско. Башкиры выступили на стороне антибольшевистского фронта со своей армией, со своим правительством. И тогда же в 18 году произошло фактическое признание Башкирской республики со стороны белогвардейских правительств. Советская историография так называли. По сути дела, Камуч — это демократическая оппозиция, и сибирское правительство, там больше засилие военщины, но тем не менее, они де-факто признали Башкирскую республику, поскольку заключали с правительством договоры о поставке оружия, были соглашения и так далее, и так далее. С белыми не получилось, и пришел к власти адмирал Колчак. В 19 году башкирское правительство, башкирские войска перешли на сторону Советов, предварительно договорившись с Советами о признании Башкирской республики. Буквально в марте, на днях, мы будем отмечать столетие официального признания Башкирии, Башкирской республики, башкирского правительства. Но на этом процесс не закончился, поскольку Башкирия, она была образована по соглашению с советской властью, и потом уже по декрету 1920 года, который урезал права республики, она была реализована в пределах Малой Башкирии. Юго-восточная часть и северо-восточная часть современного Башкортостана. Правда, с анклавами многочисленными. На территории Челябинской области Аргаяшский кантон был, на территории современной Курганской области Яланский кантон и так далее. Вот такая была республика. Но на этом процесс не закончился, поскольку в 1917 году, когда только вот проектировалась республика, даже карта сохранилась, она красноречиво об этом говорит, показательная. Ахмед Заки Валиди, как они рисовали себе будущую Башкирию. Большая Башкирия, она рисовалась гораздо больше даже очертаний современного Башкортостана, поскольку она включала в современном Пермском крае Бардымский район, где башкиры-ганинцы живут, и сопредельные вот эти территории. Заходил в Пермскую область. Потом по территории Татарстана весь Мензелинский уезд должен был войти в состав Большой Башкирии, поскольку он тоже населен был в большинстве своем башкирами. Республика, она гораздо шире была, вот Большая Башкирия. И, соответственно, импульс, который был дан в 17 году, потом в 19 году признанием, он ведь шел в политический импульс, он не мог просто взять и заглохнуть. Особенно это происходило на фоне грабительской политики советского правительства, грабившего народ, везшего военного коммунизма, включавшего продразверстку, изъятие всех излишков, запреты свободы торговли и так далее, и так далее. Однако все это так называемый автономный НЭП, поскольку башкирские власти были независимы от центра, своей армией, своей милицией, они проводили какую угодно, какую хотели политику, абсолютно не оглядываясь на Москву, на Кремль. Здесь все это было. Сюда, в Башкирию, стекла вся буржуазия, все мошенники, буржуазные элементы, писала советская пресса. На самом деле, конечно, не мошенники, никакие не спекулянты, а просто деловые люди, представители буржуазии, капиталисты. Конечно, они здесь все нашли себе простор для своей деятельности и спокойно занимались. Естественно, все вот это, оно создавало на фоне разоренной Уфимской губернии соседней, которая входила в состав Советской России, и Башкирской республики, вот этот контраст был разительным. И тут не нужно было даже никаких пропагандистских лозунгов, а сама действительность наглядно показывала, что лучше-то. Естественно, вот эти все башкирские волости, башкирское население, сюда, конечно, подключился не только экономический фактор, но и их национальное самосознание. Башкиры, которые проживали на территории Уфимской губернии, они мечтали войти в состав Малой Башкирии. Но по соглашению советской власти от 23 марта 19 года они находились в соседнем субъекте РСФСР, уже провозглашенной к тому времени. И вот началось ирредентистское движение. Что такое ирредентизм? Это когда, допустим, часть народа, находящаяся вне государственных рамок своего национального государства, хочет присоединиться к своему национальному государству. Вот началось движение ирредентизма. Ирредента многочисленное, причем на территории Малой Башкирии проживало в 2 или в 3 раза меньше башкир, чем в самой Уфимской губернии. Естественно, оно не могло не вспыхнуть в движении ирредентистское. Первые росточки вот этого движения, они начались в феврале 1918 года. Мы в прошлых программах так мимолетно упомянули об этом. Когда башкирское правительство было арестовано и находилось в Оренбурге независимо. Никто не может теперь их упрекнуть, сказать, что вот они по заданию Валиди восстали. Нет, Валиди сидит в тюрьме, а в это время в Бураево вспыхивает восстание, Бураевский мятеж. Бураевский мятеж провозгласили Башкирский, Бураевский автономный кантон и потребовали присоединения их к Малой Башкирии. К бураевцам присоединились 8 властей, охватив
охватила эта территория от Дюртюлей, Бураева, часть Илишевского района, несколько современных районов Республики Башкортостан. Вспыхнуло восстание, создали свои вооруженные силы, где-то порядка 2000 человек вооружились, чем попало, но были и винтовки. В основном солдаты были фронтовики, прошедшие Первую мировую, офицеры были и так далее, и так далее. Из Бирска был послан отряд гвардии, который был успешно отбит. Тогда уже из Уфы прибыл отряд, мощные войска были стянуты, и мятеж был подавлен. Но, тем не менее, Бураевская республика просуществовала где-то 2 месяца. Башкирский автономный кантон Бураевский, как они себя называли. И вот это был первый прецедент. Пусть неудачный, но тем не менее он был. Попытки самоопределения башкир в Уфимской губернии. В 2020 году совершенно начинается другое. Еще до подписания выхода в свет декрета о Башкирской автономной советской социалистической республике, который урезал права валидовского Башкортостана, в Уфимской губернии началось восстание. Причем восстание началось оно спонтанно, никто ее не готовил заранее. В деревне Малая Елань Мензелинского уезда пришел продотряд и начал отнимать у местных крестьян хлеб. И деревня была русской причем. Крестьяне восстали и вилами перекололи весь отряд. Вот это стало сигналом. Началось восстание в Мензелинском уезде, вспыхнуло и перекинулось на все остальные уезды, близлежащие из Мензелинского, в Белебеевский и Бирский уезды. Восстанием было охвачено 3 уезда: Мензелинский, Бирский и Белебеевский. Потом еще и на Уфимский он перекинулся, на часть Уфимского уезда. И постепенно лозунги начали меняться. Началось просто восстание, как они назвали, восстание Черного Орла землепашца, поскольку началось восстание русских крестьян, к которым присоединились местные эсеры, а эсеры как раз орел землепашец и так далее, и так далее. Вот это их образы какие-то. Но потом восстание стало превращаться в чисто национально-башкирское по ходу присоединения к нему вот этих башкирских масс. Лозунги стали преобразовываться, и постепенно одним из главных лозунгов этого восстания стал за присоединение к Башкортостану. Восставшие создали несколько штабов. Когда уже потом начали разбирать разбор полетов после подавления этого восстания, 13 марта 1920 года на заседании ответственных работников Уфимской губернии стали рассматривать, по каким причинам это восстание возникло. И вот тут был один доклад, что причиной восстания была не политика, диктуемая центром, они так для себя решили, уфимские коммунисты, а способы ее проведения: избиение крестьян, а также, что продоармейцы берут взятки, насилуют женщин, издеваются над минаретами, над тюбетейками. Или там один выступающий привел, как он считает, пример по угнетению по национальному признаку. Так, с регистрацией рождения был такой случай. Мусульманского ребенка зовут Харис, а записывают в волости Борис. Ну и так далее. Дальше лозунги какие. Настроение восставших свидетельствует лозунги их. Долой коммунистов, да здравствует вера в Бога. Долой выкачку хлеба, да здравствует свобода торговли. Или, допустим, как раз та русская часть вот этого восстания, штаб Черного Орла земледельцев выпустил листовку. Большевики прилагали все силы к тому, что угасить в вас даже последний луч вашего сердца, религии русских и мусульман и других народностей и веру в Бога. В походах ваших должен быть лозунг: ни одному жиду и жидовскому вору, преступнику, грабителю и тому подобное нет больше пощады в стране Черного Орла земледельца. Да здравствует народное правительство, избранное тайным и равным для всех голосованием. Да здравствует Российская Федеративная Республика. Да здравствует земля и воля. Как раз вот все вот эти эсеровские лозунги пошли. Повстанцы сумели сформировать более или менее боеспособные вооруженные силы. Вооруженных сил набралось, наверное, где-то как минимум 20 тысяч. Это разные отряды, целые бои были. 17 февраля отряд милиции был встречен с боем в деревне Карабаш. Карабаш — это сейчас Азнакаевский район, поселок Карабаш, Азнакаевский район Татарстана. Со стороны повстанцев убиты 1 мулла и 13 магометан. Однако они сумели захватить в плен начальника уездной полиции. В селе Акташ, тоже Альметьевский район, уже РТ, современный тогда Мензелинский уезд. В ходе уличного боя было убито 800 крестьян. То есть вот такие жертвы были. Это же много получается. Ну, конечно, много. Там просто даже. Вот эти безоружные крестьяне, вооруженные чем попало, в лучшем случае берданками, а, как правило, просто дубьем какими-то вилами и так далее, косами, просто шли на пулеметы. Но как оно принимало форму ирредентизма, сейчас мы рассмотрим. Когда восстание шло, повстанческое движение в Мензелинском уезде, там численность народной армии достигала 35 тысяч человек. Против них были брошены свежие силы к имеющимся отрядам милиции, еще 1800 красноармейцев, 1 орудие, 12 пулеметов и 3 бомбомета. Восстание там было подавлено. Как раз в феврале повстанцы терпели поражение, но тут начинается включаться фактор вот этой Башкирской республики. Повстанцы видят, ага, вот рядом Малая Башкирия, территория, у которой свои войска, начинают засылать ходоков. Стерлитамак просить Валидея, двинул войска к ним на помощь. Валидей получил, что его вызвал к телефону сам Троцкий. Жестко предупредил, не дай бог, какие-то части примут участие в поддержке повстанцев. Валидей, мы понимаем, что он по рукам и по ногам связан, хотя войска были. 13-тысячная группировка стояла поблизости, прямо на границе Уфимской губернии, в Стерлитамаке. 2 полка бригады стояли в Оренбурге. Советские власти резонно опасались мятежа. Но Валидей
получил такое жесткое внушение из центра, непосредственно от руководителей большевиков. И, конечно же, он не мог поставить на кон судьбу Башкирской республики. Скрипя сердцем, конечно, там очень сожалея, он все-таки был вынужден оставаться таким безучастным наблюдателем. Помните, в одной из передач мы говорили, его вызывали по поводу январского конфликта в Москву. И вот как раз он после встречи в Москве с Лениным и со Сталиным ехал обратно. И когда он пишет в воспоминаниях, четко описывает, когда он ехал из Москвы в Уфу, народ уже заранее знал, что он едет. На каждой станции встречали толпу людей, когда он по территории Уфимской губернии ехал. И прям толпу людей местного населения умоляли: забери наших сыновей в свои войска, присоедини нас к Башкирии. Можно почитать в его воспоминаниях. Какие слухи распространялись, тоже это симптоматично. Комендант Алькеевского штаба, деревня Алькеева, опять Азнакаевский район, Ибрагимов, писал в своем обращении к жителям: от Заки Валиди письмо получили. Башкирские войска направляют на станции Чешмы. Все народы, люди, орфография сохранена, составляют тайный приговор о присоединении к Башкирии. Давайте коммунистов скорее кончим. Вот, конечно же, он здесь выдавал желаемое за действительное. Никакого Валиди не обещал, что он войска пришлет и так далее. Это уже, понимаете, когда народ чего-то ждет, он уже начинает фантазировать и придумывать. Или вот, допустим, другие агитаторы, одни из руководителей мятежа, Мулла Шакиров из Кандракутуева, Туймазинский район, Фарахиддин из Казаклар-Кубова, Буздякский район и так далее. Тоже ходили агитаторы. Что они докладывали агенты ЧК? Появились контрреволюционные агитаторы, истолковывая в извращенном смысле Башреспублику. Агитировали за башкирского короля Заки Валидова о том, что не будет коммунистов и будет всем свобода. Народ сам окрестил Валиди башкирским королем. Но, тем не менее, Троцкий 2 марта председатель Реввоенсовета Российской Федеративной Советской Республики по прямому проводу предупредил относительно башкирских частей, которых может увлечь мусульманское восстание. На это Валидов, цитата открывается, ответил длинным объяснением, где клялся, что ни один солдат башкирских войск не выступит против советской власти. Председатель Уфимского ревкома Борис Эльцин докладывал на Уфимской партконференции, как раз в марте она прошла. Интереснее всего то, что восстание, мусульманская часть населения, мусульманский мир начинает пробуждаться. Действительно, один из духовных руководителей восстания был, с одной стороны, Ишан, то есть шейх суфийский Бадриддин, который призвал мусульман к джихаду. Собрав все силы, надо начать священную борьбу за веру. Уничтожение одного безбожника-коммуниста равносильно хождению на поклон гробнице пророка Мухаммеда. А другим духовником восстания, наряду с Ишаном Бадриддином, был евангелист Василий Тимофеев. То есть вот оно и приобретало вот такую религиозную окраску. Много было офицеров в восстании бывшей колчаковской армии, как вот пишут, офицеры, прибывшие из Колчаковии. Ну, скорее всего, вот те офицеры, та часть демократической контрреволюции, скорее всего, эсеры, которые порвали с Колчаком после его переворота. Там много офицеров-эсеров ушло от него. Так или иначе, 4 марта 10 тысяч повстанцев в пешем и конном строю при 150 винтовках и 2 пулеметов выдвинулись в сторону селений Московоля, Пустина, Ельдяк, это Дюртюлинский район, и подошли к Бирску. Видя это, бирские руководители Чернядев и Пичугин издают истерическое обращение к населению. Товарищи крестьяне, в некоторых властях, главным образом с мусульманским населением, кулацким элементом, дезертирами, вернувшимися из Сибири белобандитами, поднято восстание против советской власти. Причем невежественные, одураченные башкирские орды, выдавая себя за черную армию, громят население, избивают своих же учителей, советских служащих, библиотекарей, коммунистов и так далее. На Белебеевском направлении дела у советской власти еще были хуже. Банды восставших, как писали белебеевские власти, находятся уже около Белебея, и согласно захваченного приказа повстанцы имеют целью двинуться на Чешмы, чтобы соединиться с ожидающих их там Закием Валидовым. Население, в особенности кулаческое и башкирское, встречает эту банду везде восторженно. И в итоге в ночь на 1 марта 1920 года город Белебей был взят повстанцами. Вот это был самый значительный успех повстанцев. Был Белебей взят буквально, правда, на несколько часов. Потом отступившие советские войска сгруппировались и все-таки выбили повстанцев из Белебея. Но, тем не менее, это вызвало огромное негодование в центре. Взбешенный Троцкий посылает гневную телеграмму в Реввоенсовет Туркестанского фронта. Временная сдача Белебея почти невооруженным бандам представляет собой факт неслыханного позора. Власти, конечно, уже потом оправились от всего шока, потому что восстание, на самом деле, оно было внезапным, оно распространялось подобно лесному пожару, трудно было остановить. Потом были сформированы части, причем достаточно много, около 8 тысяч человек. Были отряды Чеверева, отряды ВОХР. ВОХР – это что такое? Внутренняя охрана, это внутренние войска. На момент 1920 года внутренние войска так называли ВОХРом. Потом были сформированы милицейские отряды, были присланы регулярные части с Туркестанского фронта. В итоге около 8
7000 человек, всего 15 батальонов, более 300 сабель, 50 пулеметов и 4 орудия были брошены в район вот этого восстания. Ну и в нескольких сражениях восстание было разгромлено. Но осадок остался. Да, вот этот же самый упомянутый товарищ Ельцин и другие сделали для себя неутешительный урок. Буквально было заявлено следующее. В Уфимской губернии мы потерпели полное политическое поражение. Мы представляем из себя неких бонапартиков, которых следующее крестьянское восстание непременно сметет. Ну, то есть, лишились легитимности. Да, то есть, они расписались в полной своей бессилии и неспособности управлять субъектом Российской Федерации, тогдашней РСФСР. К началу апреля это восстание «Черный орел», или оно получило в народе вилочные восстания, поскольку крестьяне были вооружены вилами. Санак Яо, да, или Санакляр Яо, да, тут на языке как раз башкир северо-западных регионов. И как раз дело в том, что уже готовилось образование Татарской ССР. Буквально восстание было подавлено, где-то через день, там, через два к Ленину пришли как раз представители, организаторы Татарской Республики. Но да? это были параллельные процессы, независимые. Это независимо друг от друга, абсолютно. Это были татарские коммунисты, Султангалиев, Мирсаид и так далее, который считается отцом Татарской республики. Мы знаем, две республики по-разному образовывались. Татарская ССР, она была организована как раз с помощью вот таких договоренностей татарских коммунистов с большевиками. А здесь это самопровозглашенная республика, которая сама родилась в огне войны. Два разных немножко процесса. И вот пришли коммунисты татарские, Султангалиев и его соратники. Как раз зашел вопрос территории СССР. И они просили отдать им всю Уфимскую губернию, где только что вот это восстание произошло. Малая Башкирия есть, дайте нам вместе с Уфой вот эту всю Уфимскую губернию. И Ленин им говорит, а есть ли разница в наречии татар и башкир? Есть, но совсем незначительно, и то среди крестьян следовал наш ответ. Затем мы указали на то, что вражда к татарам ограничивается лишь узким кругом шовинистически настроенной башкирской интеллигенции. Тогда Ильич задал нам примерно такой вопрос. Ну а кто недавно выгонял с побоями из башкирских деревень татарских учителей и даже мул? Как колонизаторский элемент, башкирская интеллигенция или сами крестьяне? Конечно, ответили мы, делали это крестьяне, но это было результатом агитации башкирской интеллигенции. А кто формировал полки и бригады из башкирских крестьян и сумел их повести в бой против кого угодно? Тоже башкирская интеллигенция, тихо промолвили мы упавшим голосом. Мы молчали, ибо дальше некуда было ехать. Ильич нас поставил, что называется, лицом в угол, тремя этими простыми вопросами. Ильич дал нам великолепный урок в том, как одна из только что освободившихся национальностей, сравнительно более сильная, не должна брать на себя роль благодетеля по отношению к менее сильной народности, и тем более действовать вопреки ее желаниям. Материал опубликован в материалах истории Татарстана, такой уже классический текст. Оценка Ленина, конечно, да, удивительно. Вот, и, конечно же, когда стал вопрос, было принято компромиссное решение. Решили отдать Мензелинский уезд Татарстану полностью, а Бирский и Белебеевский оставить в составе Башкирской АССР. Этому, конечно, предшествовали и ходатайства башкирского правительства, представителей, руководителей, особенно Мулаяна Халикова, который как раз после ухода валидовцев и буржуазных националистов, один из немногих остался, кто во главе республики был председателем СНК, потом председателем Башцик. Мулаян Халиков сам, кстати, уроженец Уфимской губернии, он из Буздякского района был родом. И вот он и его соратники неоднократно ходатайствовали о присоединении к Малой Башкирии Уфимской губернии. И вот случилось восстание, которое показало, что Уфимская губерния, она не жизнеспособна в том формате, в том усеченном виде, в каком она стала. Дело в том, что от Уфимской губернии до этого не только ушла небольшая часть, еще в 19 году к Башкирии вместе с городом Стерлитамаком южная часть Уфимской губернии ушла. Потом часть Уфимской губернии, половина Златоустовского уезда ушла в Челябинскую губернию, а Мензелинский уезд ушел в 20 году в мае к ТАССР. Остался вот такой обмылок. И поэтому куда его было девать? Говорят, Башкирии отдали Уфимскую губернию. Нет. Уфимскую губернию поделили между тремя субъектами, соседними субъектами Российской Федерации. Челябинской губернии, Малой Башкирии и Татарской ССР. Шел спор о том, куда девать то, что вот осталось. 14 июня 1922 года, после образования ТАССР, после вот этих событий, все-таки было принято решение, то, что оставалось от Уфимской губернии, поскольку там именно проживала большая часть населения, составляли именно башкиры, вот эта часть Уфимской губернии была присоединена к Малой Башкирии. И столица была тут же перенесена? Столица тут же была перенесена в город Уфу с 1922 года. Столицей Башкортостана стал город Уфа. Ну и вот уточнить хотел, анклавы, да, находящиеся... Ведь они самые восточные, был самый оторванный, и, наверное, трудно было с ним что-то делать. Еланский, по факту, он уже в 20 году о нем позабыли. Он вошел в состав Челябинской губернии. Но Аргаяшский кантон с самым крупным анклавом башкирского населения, он оставался до 1934 года, БССР.
БССР. Сначала он назывался Башкирский кантон, Аргаяшский кантон, потом стал называться Аргаяшским районом, потом Кунашахский район, в нем тоже 2 района возникло. Потом это просто решили в 1934 году передать эту территорию Челябинской области уже тогда. Потом, что касается Токчуранского кантона, он тоже существовал какое-то время, но в 20-х годах его тоже фактически уже передали Оренбургской области. Вот так вот эти все анклавы, они были утеряны. Хотя ведь в Аргаяшской области 164 тысячи башкир проживает. И не каждый российский народ такую численность имеет. Ну да. Там кабардинцы или нагайцы, их меньше. Ну, вопросов действительно у нас много. И о том, как дальше жила Башкирская республика, это уже тема отдельных наших разговоров. А сейчас я благодарю нашего постоянного гостя и эксперта, руководителя автономной некоммерческой организации ШЖР Салавата Хамидуллина за подробный рассказ о становлении Башкирской республики, то есть о событиях столетней давности, которые мы сейчас отмечаем. Спасибо большое, Салават. Спасибо вам. Всего доброго. Предоставленную возможность. И до новых встреч. До новых встреч.